Гісторію врятування брэсцкага пенсіонера камандзір атрада «Ангел» Кирилл Клыбік розповідає спокійно. Каже, часу на емоції падчас пошуку так само не було. У атрад родні Степана Вовка звернулися 22 жнівня. До гэтага шукали разом з правоохоўнымі органами. Волонтери організували чат, по яким і координували дзеянні. Спочатку моніторили город, на другие сутки відправилися у лес, у накірунку якого, по свідках, бачили пенсіонера. За минут 15 до того, как нашли потеряшку, как мы называем, был найден примерно такой свежий след достаточно. Мужчину знайшли поблизу обласной больницы. Он был настолько знесиленный, что не мог потлумачить, як тут опинувся. Волонтеры оказали первую допомогу и выкликали медиков. Человек был уже на грани, скажем так, жизни и смерти, потому что у нас есть неутешительная статистика, что даже молодой организм, молодой человек на третьи сутки в состоянии потерять ориентацию, потерять сознание, потому что идет обезвоживание. Мужчину доставили у приемный покой Брестской областной больницы, после у реанимацию. В наше отделение доставлен мужчина в возрасте с общим переохлаждением, что, в общем-то, неудивительно при теперешних погодах и ночных температурах. На самом деле доставлен он вовремя. Нам удалось согреть его, и, в общем, в целом состояние его сейчас тяжелое. На рахунку брестских волонтеров каля 400 знойдзеных, особливо гарячая пора, лето и осень. Лясы так и вабіць фанату збору ягод и тихого полявання, особливо пенсионеров. Знайсці іх складана. Минимальный набор необходных у лесе рэчаў яны, часцей за ўсё, не бяруць. У нас большая часть населения подвергается такому стереотипу, как понятие трое суток. На самом деле трое суток нету такого понятия, что если у родственников есть повод для волнения, ранее человек находился в течение суток или не пропадал, они незамедлительно пишут заявление и потом принимаются все меры. Падчас пошукаў часта час ідзе на хвіліны, таму родным згубіўшыся лепш не шукаць у трывожных разважаннях, а адразу тэлефанаваць на адзіны нумар службы выратавання 112 ці ў милицию 102. Для людей, которые собираются идти в лес, необходимо одевать яркую одежду, заметную издалека, брать с собой заряженный телефон, а также информировать своих близких о том, куда и насколько собираетесь идти. Полностью зараджаны мобильный телефон, вода и леки. Гэта минимум того, что повинно быть у кожного с собой у лесе. Знойдзенаму Степану Вовку волонтеры атрада «Ангел» жадаюць хутчэйшага выздоровлення и плануюць наведаць его у больнице. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».